Третья уголовная палата Кассационного суда оставила в силе приговоры шпионам, которые собирали информацию о людях, бежавших из Восточного Туркестана в Турцию из-за притеснений и политики геноцида со стороны Китая, и передавали ее китайским спецслужбам. 24-й Высший уголовный суд Стамбула приговорил подсудимых Руи Пана, Абулези Делаера и Циан Чена к 12 годам и 6 месяцам за политический и военный шпионаж, а подсудимых Рангвея Бана, Еджи Бана и Юсуфа Туна к 6 годам и 3 месяцам за пособничество и подстрекательство к политическому или военному шпионажу. В итоге суд постановил, что обвиняемые выбрали своей целью жертв, проживающих в Турцию, поставили под угрозу внутренние или внешние интересы государства через этих лиц, получили конфиденциальную информацию жертв, охраняемую законом, с помощью тайных методов и представили взамен финансовую выгоду, передав эту информацию. Китайский режим увеличил размеры и масштабы принудительного труда в Восточном Туркестане, отправив на принудительные работы 412 тысяч человек за последние 3 месяца. Согласно информации на официальном сайте Синьцзянского управления человеческих ресурсов и социального обеспечения, в Восточном Туркестане с декабря 2023 года по февраль 2024 под названием «Занятость сельской рабочей силы и борьба с бедностью» при совместной инициативе китайских предприятий за короткий трехмесячный период в общей сложности 412 400 человек по всему Восточному Туркестану были направлены на трудоустройство и карьеру после профессионального обучения. 23 февраля торговый представитель США Кэтрин Тай опубликовала свой доклад об оценке прогресса Китая в соблюдении международной торговой системы и правил с момента его вступления в ВТО. В заявлении, опубликованном Министерством коммерции Китая, говорится, что Китай поддерживает многостороннюю торговую систему и выполняет свои обещания по соблюдению правил ВТО, в то время как администрация Вашингтона обвиняет других в несоблюдении правил. Стало известно, что количество взаимных пассажирских авиарейсов между США и Китаем будет увеличено с 70 до 100 в неделю. В заявлении Управления гражданской авиации Китая говорится, что количество рейсов американских авиакомпаний в Китай с 31 марта увеличено с 35 до 50 в неделю. Это заявление было сделано после того, как 26 февраля Министерство транспорта США сообщило, что с этой же даты количество рейсов китайских авиакомпаний будет увеличено. Таким образом, количество рейсов пассажирских самолетов между двумя странами увеличится с 70 до 100 в неделю. Китай предостерег Новую Зеландию от присоединения к новому оборонному сотрудничеству в рамках пакета безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Официальный представитель Министерства обороны Китая Чан Шиоган в своем заявлении по этому поводу утверждал, что AUKUS подрывает режим нераспространения и провоцирует гонку вооружений. Соглашение AUKUS, целью которого является создание австралийского атомного подводного флота с передачей технологий США и Великобритании, было подписано 16 сентября 2021 года. Казахстан переходит на единый часовой пояс UTC+5 с 12 часов ночи в пятницу 1 марта в соответствии с постановлением правительства о порядке исчисления времени. Более 100 палестинцев погибли и около 800 получили ранения в результате операции на севере сектора Газа, в ходе которой израильские силы атаковали палестинцев, собравшихся для получения помощи на перекрестке Набулси в среду вечером.